Комиссар независимого постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по правам человека и глава Малайзийской глобальной миротворческой миссии профессор Ахмад Азам Абдурахман является председателем 52-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве. На сессии Абдурахман затронул проблемы уйгуров, подвергшихся геноциду китайцев в Восточном Туркестане, и мусульман, проживающих в Индии и Бирме, и призвал международное сообщество принять меры в этом отношении. Согласно сообщениям сети Public Network, на 52-й сессии Совета ООН по правам человека китайская администрация ввела в заблуждение международное сообщество с помощью ложной информации. Так, уйгура по имени Вариджан Мемед, которого представили в качестве дежурного в районном полицейском участке Атбаши района Учтурфан провинции Аксу, принудили дать надуманные показания по видеосвязи. Таким образом, была предпринята попытка скрыть жестокие преследования, физические пытки и унижения, которые продолжаются в китайских концентрационных лагерях, тюрьмах и центрах содержания под стражей в Восточном Туркестане. Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила во время своего визита в Китай 25 марта, что Новая Зеландия глубоко обеспокоена правами человека уйгуров. Новая Зеландия уделяет особое внимание ситуации с правами человека в Синьцзяне и разрушению демократии и свободы жителей Гонконга, сказала Наная Махута, которая во время визита встречалась с государственным уполномоченным по иностранным делам Китая Ван И. В минувшие выходные администрация Байдена в США приняла резолюцию, в соответствии с которой 14 китайских компаний были занесены в красный список и обязала американских экспортеров проводить тщательную проверку перед продажей продукции этим компаниям. «Мы будем использовать все имеющиеся у нас возможности для определения того, как высокотехнологичные продукты США будут использоваться в мире», заявил заместитель министра торговли США Дон Грейвс. Министр государственной службы Франции Станислав Герени объявил, что приложение TikTok будет запрещено на телефонах госслужащих. Есть подозрение, что TikTok, который в последнее время стал очень распространенным явлением, особенно среди молодежи, делится данными с правительством Китая. Вслед за Европейской комиссией многие страны запретили это приложение на государственных устройствах. Заместитель премьер-министра Китая Дин Сюэсян подчеркнул важность дальнейшего развития внешней торговли и обмена возможностями со всем миром. Дин, который также является членом постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, сделал заявление на церемонии открытия Китайского форума развития 2023 года в воскресенье. Сообщается, что 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего участников Умры малого паломничества в Саудовской Аравии. По сообщениям йеменских СМИ, разбившийся автобус перевозил посетителей йеменской Умры.